1552 году этот край стал землей российской, а с 1920 года стал именоваться Удмуртской республикой. Удмуртия сегодня крепкий промышленный регион. Здесь сосредоточен мощнейший оборонно-промышленный комплекс России. Здесь создают начинку для космических аппаратов. Здесь выпускают самые надежные автоматы в мире. 95% стрелкового оружия России производится на предприятиях Удмуртии. И новый отечественный автомобиль тоже производят здесь. Opel M, Булава, Калашников, Лада Веста – самые громкие бренды Удмуртии. Продукция предприятий республики экспортируется в 70 стран мира. В республике созданы условия для инвесторов. Самый известный человек 20 века стал легендарным в Удмуртии. Именно здесь Михаил Калашников придумал и создал свой первый АК-47. Здесь началась грандиозная история автомата. И уже новое поколение конструкторов продолжает историю своих предшественников. Сегодня концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия. В концерн входят 3 оружейных бренда – «Калашников» – боевое оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие. Продукция концерна «Калашников» поставляется в 27 стран мира. По указу Владимира Путина Ижевск стал стрелковым кластером России. На национальную безопасность работает и Ижевский электромеханический завод «Купол», создавая системы противовоздушной обороны ближнего действия. Зенитно-ракетный комплекс «Стор», «Оса», бортовая аппаратура ракет класса «Земля-воздух», изготовленная на предприятии, находится на вооружении более чем в 20 странах мира. Высокие технологии оборонной промышленности находят широкое применение и в производстве продукции гражданского назначения, ориентированном на потребности современного рынка. «Аксион» – крупное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны. Основным направлением производства являются изделия специального назначения для вооруженных сил России. Здесь изготавливают специальную технику для всех видов ракетного стратегического вооружения. В интересах отечественной космонавтики предприятие производит бортовые приборы для космических аппаратов, телеметрические системы для ракет-носителей, приборы систем управления ракеты-носителя «Ангара», антенные системы сближения и стыковки космических кораблей с Международной космической станцией. На предприятии освоили и гражданскую продукцию, от медицинской и бытовой техники до приборов энергоучета. На космическую отрасль работает и Ижевский радиозавод. Сегодня его основная специализация – космическое приборостроение. Это системы связи, бортовые компьютеры, системы стыковки к МКС. Сегодня завод производит телеметрию для космической группировки «Арктика», для разгонного блока «Фрегат», ракеты-носителя «Ангара». В числе перспективных проектов – российская лунная миссия «Луна-Глоб». Опираясь на опыт космического приборостроения, радиозавод является крупнейшим в России производителем аппаратуры безопасности и связи для железных дорог. Предприятие входит в 5 крупнейших производителей навигационных приемников и обеспечивает электронным оборудованием интересы основных нефтедобывающих компаний России. Гордится Удмуртией и автозаводом. Он начинал с «Москвича-408», выпускал ВАЗовскую классику, затем освоил автомобили Kia, а войдя в группу «АвтоВАЗ», производит поистине народные российские автомобили «Лада». Именно Ижевскому заводу доверил выпуск абсолютной отечественной автоновинки «Лада Веста». Ижавто является одной из основных производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в России. Наравне лишь с несколькими предприятиями располагает технологией полного цикла производства. В рамках долгосрочного сотрудничества с «АвтоВАЗом» и альянсом Renault-Nissan планируется развитие производственных мощностей предприятия для обеспечения выпуска более 300 тысяч автомобилей в год. Завод «Ижсталь» – завод-основатель.
Город на Иже начался с железного дела. Сегодня Ишталь занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Он входит в группу «Мечел», глобальную горнодобывающую металлургическую компанию, чья продукция поставляется по всему миру. На заводе проведена глубокая модернизация производства с учетом требований мировых стандартов качества и экологической безопасности. Ишталь поставляет металлопродукцию как отечественным потребителям, так и экспортирует ее в страны Европейского Союза, СНГ, США и Центральную Азию. Основным ресурсом недр республики является нефть. Открытое акционерное общество «Удмуртнефть» – лидер топливно-энергетического комплекса Удмуртской республики. С 2006 года предприятие работает под управлением крупнейшей нефтяной компании страны «Роснефть». «Удмуртнефть» имеет на своем балансе 32 месторождения. За весь период производственной деятельности из недр извлечено свыше 270 миллионов тонн нефти. Годовой объем добычи в 6,5 миллионов тонн составляет около 60% от общего объема добычи нефти в Удмуртской республике. Для подготовки кадров и развития научно-технического потенциала отрасли в 2011 году в Ижевске был открыт Институт нефти и газа. Сельское хозяйство Удмуртии – одна из основных отраслей экономики региона. Благодаря созданным условиям и трудолюбию работников агропромышленного комплекса Удмуртия гарантирует своим жителям продовольственную безопасность. Республика кормит себя сама. В Удмуртии крепкий животноводческий комплекс. Наращивает объемы молочное направление. По валовому производству молока Удмуртия занимает 5-е место в России и 2-е в Приволжье. Республика производит почти 500 килограммов молока на душу населения, по этому показателю Удмуртия вошла в топ-5 российских регионов. Продукция молочной переработки поставляется в 63 субъекта федерации и страны ближнего зарубежья. Комос Групп, один из крупнейших агрохолдингов Удмуртии, известен далеко за пределами республики. Комос Групп – общепризнанный лидер в основных направлениях аграрного сектора экономики. Удмуртия в рейтинге Приволжского федерального округа занимает 2-е место по производству сыров и 3-е место по производству сливочного масла. До недавнего времени Удмуртия была закрытым регионом. Только в начале 90-х республика распахнула свои двери для гостей. Все, кто любит музыку, стремятся попасть на родину самого известного в мире русского композитора Петра Ильича Чайковского в город Воткинск. К 175-летию со дня рождения музыканта была отреставрирована усадьба, дом, где он появился на свет и сделал свои первые шаги в мир музыки. Там, где до сих пор стоит его первый рояль, теперь исторический памятник и современная музейная площадка. Ижевский цирк, в котором уже много лет проходит международный цирковой фестиваль. Зоопарк, который входит в рейтинг 25 лучших зоопарков Европы. В республике живут русские и удмурты, татары и сермяне, марийцы и чуваши. Удмуртия стала домом для представителей 136 народов. Мы вместе живем, работаем и дружим. Удмуртия – промышленная, оборонная республика, которая не растеряла свою самобытность. Территория, где уживаются новейшие технологии высокоточных производств и исконные традиции народа, населяющего эту землю. Здесь родники все так же кристально прозрачны, а люди отзывчивы и гостеприимны.